Sport Pulse Mangizda жаңалықтар Бүгін талқылайды біздің қонақтар В одном из ваших интервью недавних вы сказали про омоложение, что сборной нужны новые молодые игроки, новая кровь. Но если сейчас эти молодые игроки не готовы какие-то задачи исполнять в этих двух матчах, где решается ваша судьба тоже, вы же понимаете, что от этих двух матчей зависит ваша дальнейшая карьера у руля национальной сборной. Да. Почему я спросил, что вы доверчивый, почему я спросил про клубы и сборной? Омоложение, оно будет? Конечно. И когда будет? Ну, кто-то же должен же вести. Я буквально недавно на этом сказал. Сегодня мы говорим о того, что омолодить сборную. Омолодить от чего? Атака вся 26-25. Угу. Нормально. Средняя линия у нас. Пик. Зайнудинов, Уразов, Астанов. Забыл фамилию, в голове все время летает у меня. Есимбеков. Если мы хотим его ввести, там, допустим, в средней линии у нас кто еще там приходили игроки, которые, кроме Асхата, 35, да, по-моему, Асхат. Все. Вратарская линия, защита, ну давайте защиту посчитаем. Нуралы Алиев 26, да. Касым 26, Жумаханов 22, Марочкин 32, Вороговский 30. Просто у нас вот этот, наверное, омолодить, мы говорим освежить, а не омолодить. В каком плане? Где-то, может быть, люди уже свой пик возможностей прошли, и вот этот пик, окно возможностей, они прошли, и нужно ввести людей, чтобы поменять, дать импульс, потому что придут голодные, придут игроки, которые еще славы нету, да. Славы нет. То есть слава, она такая же вся, она приятная. И на этой славе многие изгорели, многие сделали успех. Поэтому сегодня, наверное, больше слова освежить, нежели там омолодить подойдет к нашей сборной. Ну и там позиция вратарская, и думаю, что вратарям позволительно там до 35, до 39 играть и показывать высокий уровень. Да. Вы сказали, что Казахстан будет показывать футбол такой крепкого андердога, да, кусающего андердога, но с сборными некоторыми мы должны показывать, играть через силу. Конечно. Здесь я про следующий матч после Уэльса. И с Уэльсом тоже мы должны контролировать. Мы не можем все время отбирать мяч. Мы не можем. Это, еще раз говорю, это очень сложно. Да, нужно отобрать, есть моменты, где отбор и сразу атаковать, забивать, контратаковать. Вы же понимаете, что этим самым ты разозлишь соперника. Но если Лихтенштейн тебе отдаст мяч, дальше что? Ты же не можешь опять ему отдать. То есть здесь моменты очень такие, что... То есть нужно быть еще гибким? Очень, поэтому и говорю, что нам нужен агрессивный футбол, когда мы без мяча, и очень умный, техничный, хитрый. Футбол — игра хитрых людей. Должен понимать, когда он это сделает, когда все это, то есть тайминг-то настолько важен. Мне кажется, в любом игровом виде спорта это хитрость, она это признак ума. Друзья, у нас отличные новости. На сайте Sport Pulse можно следить за результатами футбольных матчей в лайв-режиме. Погружайся в мир футбола и узнавай результаты первым. Еще на сайте есть календарь предстоящих матчей и турнирные таблицы всех чемпионатов. Следи за футболом на Sport Pulse. Когда прошла жеребьевка, мы тоже общались с коллегами, я читал очень много комментариев наших болельщиков, и многие, ну не многие, на 50% сказали, что нам вполне попасть на чемпионат мира, хотя я до сих пор с этим не согласен, я понимаю наши реалии, и нужно быть действительно реалистом. Как вы думаете, сборная Казахстана на отборе, сколько мы очков можем заработать? Понятно, что сейчас вы можете сказать, что время покажет, нужно, как себя игроки покажут, наша работа. Но если быть реалистом, если вы сейчас будете говорить не как рулевой сборной Казахстана, есть Бельгия, это понятно, а основной фаворит, какие у них игроки, какие у них футбол, вот то, что вы говорили, да, когда у Бельгии был, они же играли с нами в 2010-м, когда я еще на этом матче был, мы с ними ничью сыграли, по-моему, 2-2, да? То есть они же положили систему. Система, которая работает с годами. Какой бы тренер ни приходил,
Сборная То, играет о чем мы хорошо. говорим. Да, то, что вы хотите Выстроить сделать здесь, национальной да. сборной. Да. Кто бы ни пришел, он должен сказать, здесь очень все профессионально. Мгм. Здесь все очень поставлено, систематично. Если исходить из турнирных задач, это даже хорошо, что мы начинаем там с Уэльсом и с Лихтенштейном. Там. Почему? По одной простой причине. Начало, эмоции и так далее, и так далее. Где-то какие-то моменты, может быть. Притирка. Да, да. Все домашние матчи и будут, если играться на Астана-арене, я думаю, что это тоже фактор должен сыграть свою роль. Искусственное поле, крытый стадион. Ну, домашние матчи мы должны, то есть Бельгию мы уже принимали с Эден Азаром, и мы видели, что даже она при том прайм своем составе, можно с ней брать очки. Опять же, нужно правильно приготовить себя самого к этому матчу, к этому празднику. Именно в тот день. Величие спорта в чем? Величие спорта, ты должен в нужный день быть готовым. Да. Ты не должен прийти, любой это, пусть ММАщик, UFC там какой-то. Вот у меня бой не получился, у меня плечо болело. Слушай, величие спорта не в этом. Величие спорта, ты должен быть готов в этот день. И ты должен всю свою, допустим, Лагерь, подготовку вот в этот день. Как оно будет у тебя? Спать будешь, прыгать будешь, что ты будешь делать? Но вот в этот день ты должен в пике быть. Не на следующий день, не предыдущий, а именно вот это. Поэтому и если мы будем именно вот в своем пике именно в этот день матч я думаю, что мы домашние игры должны абсолютно все на позитивных. Не буду говорить об очковом каком-то, но дома мы уже показали, что домашние стены, они нам в помощь. Помогают.